ждал, Сахам Сарноуси. Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». Меня уже несколько дней ждет моя посылка от любимого Василька. С нетерпением ждут мои домочадцы, потому что тут в основном одежда, посмотреть, но я им не разрешаю, хотя уже Ибрагим успел и открыть, и полазить, и снова закрыть, и даже примерить, потому что, Ибрагим в своем репертуаре, ему это нравится. И начнем с женских толстовок, потому что тут у меня в гостях Мадина с детьми, как вы знаете уже. Вот такие вот прекрасные толстовки, но они не толстые, не теплые, а вот именно вот такого вот качества. Как раз весна-осень. Заказала две одинаковые эти толстовочки для обоих дочек. 52 размера, 926 рублей стоит каждая. Вот видите, какая вот такие вот красивые на рукавах. Типа кнопочек, пуговичек. Это для украшения. Очень симпатичные. Им нравятся толстовки от Василька. Они обе у меня стали теперь такие девушки в теле. Мадина очень сильно тоже поправилась. Так, вторую я не буду распаковывать. Она точно такая же и такого же размера. И, друзья, в действительности качество у Василька отменное. Цена тоже приемлемая. Единственное, что просто стирайте порошком для черных вещей и все, и будете счастливы, как говорится. Так, дальше. Значит, футболка мужская, Андрей черный, 48 размера. Это, скорее всего, Багаудину, по-моему, да? Ты же футболку не заказывал? Это для старшего сына. Вот такая вот футболочка. Он у нас худенький. Тоже качество трикотажа, отменные швы, отменные. Точно так же и стирка. Есть специальные порошки, которыми мы пользуемся, что цвет не меняет. Так, как я сказала, на этот раз у меня все одежда, без полотенец, без ничего. Вот такие вот футболки тоже заказывала я. Заказала по разным размерам, потому что у меня мальчики от 48 до 54 даже размер у них у некоторых. Вот такая вот футболочка. 52 размера, это уже второму сыну. Цвета хаки, да, по-моему? Так, сейчас я вам скажу. Футболка черная Андрей стоит 404 рубля. Совершенно недорого. Так, лонгослив мужской однотонный хаки. 50 стоит 480 рублей. Это одно и то же. Да. Лонгслив, ма. Ага. Не лонгослив, а лонгслив. Лонгслив, да? Ага. Так. Оливковый почему-то. Это уже оливковый. Тоже 404 рубля стоит. 480 рублей стоит вот 50 размера, которая... Ага, она, да, чуть-чуть темнее получается, да? И это чуть другого цвета, вот они. Оттенки чуть-чуть разные оттеночки у них. Вот такие вот. Мне вообще нравятся их ХБ очень. Натуральные. Вот 50-е. 52-й, 50-й. Это тоже 50-й. Вот такие вот футболки моим мужчинам. Это футболка с рукавом. Вот. Лонгслив. Лонгслив. Лонгслив, да? Так, все. Значит, она стоит 480, а вот эти две по 404 рубля. Ничего сказать можно, ничего не стоит. Так, теперь толстовки. Уже теплые толстовки, хотя у нас уже и тепло. Так, мужская. Это, значит, вот это вот на молнии. Темно-синяя. Вот такая вот теплая. Вот с таким вот воротником. Вот хорошая штука, правда? Какая она толстенькая. Весна хоть и ранее, но все равно утром, вечером у нас холодно, прохладно. Вот на работу ходить мальчикам. Самое то. Такая вот теплая толстовка на молнии. Прекрасная. Посмотрите, какая тепленькая. Вечера. Это вообще. У нас вечера еще холодные, хоть днем тепло. Значит, она стоит 1694 рубля. Тоже я вам скажу, толстовок у меня от Василька у мальчиков очень много, и мы им этим качеством довольны. Также толстовка оверсайз. Это у нас, как всегда, заказывает Ибрагим.
Он ее уже успел одеть. И, наверное, сейчас, раз он одел ее заранее, ты ее оденешь, и я ее продемонстрирую. Даже не разговаривай, даже не обсуждается. Ты ее оденешь. Так, толстовка Эверест, графит, стоит 1396 рублей. Так, я говорю, ты ее оденешь, и я сниму. Они же не хотят демонстрировать. Может, ты оденешь свою, продемонстрируешь? Или времени нет? Так, юбка есть у тебя? Ну, товарища я на руки возьму. Ты одень юбку, одень. Так, и заказала я бабушке ночную сорочку 50 размера. Стоит она 728 рублей. Вот такая вот нежненькая в розовом цвете такая вот. Бабушкину ночнушку. Вот такая вот у нас будет бабушка с красивой ночной рубашечкой. Вот. Тоже качество трикотажа очень хорошенькое, очень хорошо все прошито, все проделано, и оверлок, и строчка, все прекрасно. Нет, с короткой. Она эти сорочки под платье одевает, да. Я это заметила, что она не хочет вот это вот все, и прям просто под халат, под платье оставляет ночную сорочку. Ну, раз ей нравится, пускай так носит. Да. Ага, там дядя с этим, как его, с племянником. Так, и уже у дочек размеры 52, а у мамы уже пижама 50-го, так что... И вот такую вот пижаму я себе заказала. Видите, какая красивая пижама с чашечками кофе. Вот с такой футболочкой. Вот, друзья, вот такая вот, зато я сделала примерку, видите? Вот такая вот у меня пижама. Вот так вот. Как я сказала, у дочек уже 52 размер, а у меня 50 и даже 40 или 48. Привет, и ты приехала. Нет, это мое, тебе это не поместится. Тебе там есть толстовочка. Машорил. И Танзила приехала. Вот такая вот пижама, друзья. Ну, конечно, это мерить я не буду. Какой оверсайз буду носить? Тебе она не будет широкая. И самое главное, еще говорят, что это молодежная. Помнишь, как там, ну что? А вот такую тебе ничего, купить. Ничего, дедушка, вот выпадут у меня зубы, вот похудеем, мы тебе еще купим. Покажете, да? О, видишь, какая ты? Зато мне бы эта широкая была. Ну, вот так вот, друзья. Ну, сейчас Мадина оденет косынку, и мы покажем, как ей идет толстовочка. Друзья, заказывайте у Василька. У них сейчас новый сайт, я уже говорила. Заходите, подожди, пожалуйста, Танзила, да, я распаковку сделаю. Заходите на страничку в Инстаграме, в Телеграме. У нас любимый Василек везде, у него новый сайт, преображение. Заказывайте вещей. О, она уже успела и одеть. Видите, какая красота. И качество, и качество. Вот так вот. Танзила, одень ты свою тоже, иди сюда. Ну вот так вот, друзья. Ссылку на любимый Василек я оставлю в описании, закреплю в комментариях. Заходите, выбирайте, покупайте. Качеством мы всегда довольны. И я надеюсь, вы тоже будете довольны. И ценой тоже. Ну где можно купить за такие цены вот такие вот прекрасные вещи? Значит, женская ночная сорочка у нас стоила 728 рублей, а пижама 868 рублей. Мне кажется, это совершенно недорого. Ну вот как-то так, друзья. Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Не снимала, потому что времени у меня сегодня опять не было, но сейчас немножко жду такси, и есть время, я все-таки решила подключиться. Очень поздний заказ, сейчас уже 11 час ночи, не знаю, но моим заказчикам захотелось поесть куриного шашлыка, грибочков и фаршированных перчиков. Так, вот как видите, шашлык готов, куриный. Так, грибочки тоже готовы. Вот по 4 шпажки грибочков и 4 шпажки шашлыка. Был такой заказ, значит.
И теперь будем укладывать наши перчики. Так, сначала я положу лук. Лук я замариновала в уксусе с сахаром и с солью. Вот так вот. Ну и сюда грибочком, наверное, положу в углу. Если захотят, поедят. Не захотят, не надо, как бы, да? Очень интересно. Если я засветилась, то придется, потому что я без хиджаба. Так, ну что, а теперь будем доставать наши перчики. Забываю рукава. Так, сейчас. Так. Ну вот и таксист приехал как раз. Да. Ехай. Да. Ага, сейчас 2 минуты горю. Так, все. Машина тоже приехала. Так, видно, что я тут делаю. Наверное, вот так вот уложу их. Сейчас. Аромат от перцев изумительный. Не знаю, понравится им или нет, но надеюсь. Если честно, мне тоже перчики нравятся вот так вот. Не в духовке с сыром, а вот именно, чтобы они в воде. Ну, в бульоне варились. Так, все. Все убрали. Так. Зелень. Хотя лаврушка уже тут не нужна. Ну, раскидала все. Все, вот такой вот заказ отправляется. Друзья, сейчас я буду снимать для инстаграма Танзили. Просто телефон нужно уже в другом ракурсе поставить. Вот так, наверное. Все. Ну что, мои дорогие, хоть я и не показываю, как я готовлю, но конечный результат, особенно когда у меня есть время до приезда такси, я стараюсь для вас снимать. Так, у меня на сегодня был заказ 5 жареных кур на 11 часов. Вчера я их замариновала после того, как отправила заказ, как вы видели, шашлыки, перцы и... Ой, что у меня там было? Шашлыки, перцы и грибочки. Так, вот так вот. Так, это щеточка специальная. Купила в кондитерской, если что.
Просто чтобы не высохла курочка, я их обмазывала, потому что они у меня один противень ждет. Так, вот, видите, чтобы не пересыхала курочка. Так, и мне, по-моему, то ли вчера, то ли позавчера, я не знаю, под одним роликом писали, что когда я куру укладывала на вот это, что лучше класть сюда. В принципе, может быть, попробовать. Сейчас я посмотрю, смогу ли я застегнуть вот так вот. Проверю это дело. Вроде бы получается. Да. Ну, давайте на одной попробуем все-таки. Я сложу сюда. Так. Я не буду щипцами сейчас пользоваться. Так. 3, 4. Это получается. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И вот так вот. Угу. Так, через 9 минут такси подъедет. Так, теперь попробуем закрыть зеленью сначала. А вообще-то закрывать-то и нельзя, да? Так, ну вряд ли я смогу закрыть уже 3-ю. Потому что, ну, с 3. Нет, так не годится. Но эту пока оставим так. 3 курочки все-таки будут повыше, и я их не смогу закрыть. Так, давайте я сейчас это все переложу сюда. Это уберу. Также поступил у меня заказ. Сегодня еще один заказ мне нужно сделать, друзья, к 3 часам. Сделать салат сугроб, сделать 2 гранатовых салата, 1 сугроб, 1 салат, как его, овощной. Что у меня еще? 2 печеночных тортика. И все, по-моему, курочки. Нет, надо будет еще одну, наверное, все-таки. Вряд ли она у меня поместится. Куры большие очень. Я их покупала аж по 500 рублей штука. У меня же обычно как куры бывают по 300 рублей, да? А тут вот курочка по 500 рублей. А может быть, я вот так вот накрою, да? И фольгой накрою, да? Что я еще одну упаковку зря отправлю? И сейчас вот так вот. И накрою фольгой. И все будет окей. Так вот. Так, я еще заканчиваю пельмени, леплю. Сегодня надо мне заказ полуфабрикатов тоже отдать. Так. Все. Так. Уберем зеленушку.
Первый заказ на сегодня, девочки. 5 обжаренных кур. Мне кто-то посоветовал положить в крышку, но придется фольгой просто накрыть их уже. Одни положила так, а другие уже накрою своей крышкой. Попробовать хотела, как лучше. Вот такой вот заказ. Отправляется в Экажево. Озюэлёш. Ну вот, мои дорогие, второй заказ у меня готов. Вернее, у нас готов. Сделали заказ с Мадиной. Мадина, выключи пока чайник, чтобы не было шумно. Вот таких вот 2 гранатовых браслета. Котлеты 15 штук. Овощной тортик. Салат сугроб. И 2 печеночных тортика. Отправляются в поселок Майское. Надеюсь, им понравится. Озюэлёш. И отправляется на сегодня еще заказ вот таких вот полуфабрикатов. Мадина, подожди, пожалуйста. Значит, 4 килограмма пельменей, 4 килограмма мант, 3 килограмма голубцов и 20 котлет говяжьих. Это все заморозка. Вот. Отправляются постоянные клиентки наши. И вот как раз такси звонит, таксист. Друзья, я все готовлю, это уже второй день. И вот первый на сегодня заказ. Голубцы, килограмм в готовом виде голубцов, 1 курочка обжаренная, 1 печеночный тортик и 1 тортик сугроб отправляется в Экажево. Такси уже на полпути. Так, друзья, отправляю второй заказ сразу же за этим. 12 штук люля-кебаб, мужской каприз салат, 2 печеночных тортика и 3 рулета. 1 мясной и 2 куриных. Отправляется в Плиево. Так, отправляю третий уже заказ сегодня. Это печеночный торт, голубцы в готовом виде и в замороженном виде. Так, и на сегодня последний заказ мой. 4. 4 килограмма мант, но они у меня не успели еще замерзнуть. Заказчица сказала, чтобы прислала вот в этих лотках. Ну, заказчица с Кантышева, поэтому лотки она вернет. Сейчас я просто пленкой натянула точки свои и отправлю вот такие вот манты. Так, друзья, вот такой вот сегодня заказ. Я отправляю все, уже машина подъехала, такси ждет. Так, первый заказ на сегодня. Котлеты, голубцы в готовом виде, оливье и печеночный тортик вот такой вот. Это жарятся курочки на свадьбу. Отправляется 105-й массив, Назрань. Друзья, еще заказ сегодня вот такой вот. Салат нежный и голубцы в замороженном виде один заказ. Готовые котлеты и оливье и замороженные в виде голубцы 2 килограмма. Это второй заказ. 2 заказа отправляются разным заказчикам. Так, девочки, 2 рулетика отправляются в Дачное. Так, друзья, снимаю каждый раз, но ролик так и не монтирую. Это уже новый заказ, новый день. 4 печеночных тортика, 4 килограмма мужского каприза и 4 килограмма морковного салата. Ну, по-корейски, не знаю, не по-корейски. Очередной заказ отправляется, девочки. 4 килограмма морковного салата по-корейски, 4 килограмма мужского каприза и 4 печеночных тортика. Озюэлёш.
Так, девочки, сегодняшний заказ манты не хорошо прихватились, поэтому вот так вот они у меня в 2 ряда в этой упаковке стоят. Видите? Они прихватились, но не очень хорошо, боюсь, что они слипнут, поэтому вот так вот запаковала. Пельмени, печеночный торт и 2 соска отправляются.